По требованию прокуратуры Цивильского района будут устранены нарушения законодательства в сфере охраны лесов от природных пожаров. Прокуратурой Цивильского района, проведенной выездной проверкой с привлечением сотрудников ОНД и ПР по Цивильскому району, а также КОЧР «Лесная охрана», установлено, что на участке Цивильского участкового лесничества не проведены работы по очистке от травянистой растительности на поле шириной не менее 10 метров от леса, а также по обновлению отделки земель, примыкающих к лесу, противопожарной минерализованной посадкой не менее 0,5 метра. Выявленные факты создают угрозу возникновения ситуаций, при которых в случае возникновения очагов пожара на участке земель сельскохозяйственного назначения возможно перекидывание пламени на близлежащие участки земель, что приведет к их порче и возможному уничтожению лесных насаждений. При этом своевременная локализация очагов пожара при таких обстоятельствах невозможна. По указанному факту прокурором района внесены в адрес глав, граничащих с участком местности сельских поселений, внесены представления об устранении нарушений. Вопрос обеспечения пожарной безопасности в лесах контролируется прокуратурой. Надзорные мероприятия будут продолжены. Прокуратурой Цивильского района направлено в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, избившего до смерти своего знакомого, помогавшего ему в качестве разнорабочего. Прокуратурой Цивильского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По версии следствия, днем 1.10.2019 предприниматель, оказывающий услуги по организации питания в придорожном кафе М7, расположенном на территории Цивильского района, умышленно нанес своему знакомому, который помогал ему в кафе в качестве разнорабочего, не менее 30 ударов руками и ногами по различным частям тела. От полученных множественных телесных повреждений потерпевший через некоторое время скончался около подъезда одного из домов. Причиной конфликта стало алкогольное опьянение потерпевшего, вследствие чего он не смог выполнить порученную ему работу. Обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал, не отрицая факта применения насилия к потерпевшему. Он указывает на то, что полученные травмы не могли привести к его смерти. Предварительное следствие по делу приведено СУ СК РФ по Чувашской республике. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокуратурой в Цивильский районный суд. За совершенное преступление виновному может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Канашской межрайонной прокуратурой пресечено нарушение трудового законодательства. Канашской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Агрофирма Канмаш» и ООО «Колос». Проверкой установлено, что ООО «Агрофирма Канмаш» в нарушение требований закона допущена задержка выплаты заработной платы работникам на 7 дней. Организация также не соблюдала нормы о необходимости выплаты отпускных не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. Указанные нарушения также выявлены в ООО «Колос». Кроме того, указанная организация своевременно не произвела денежный расчет с уволенным работником. В связи с указанными нарушениями в адрес ООО «Агрофирма Канмаш» и ООО «Колос» прокуратурой внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. По постановлению межрайонной прокуратуры Государственной инспекции труда в Чувашской республике руководители организации привлечены к административной ответственности с назначением штрафов в размере 10 тысяч и 12 тысяч рублей соответственно. Постановление не вступило в законную силу. В Красночитайском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению продавца магазина в присвоении и растрате товарно-материальных ценностей. Прокуратурой Красночитайского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы деревни Янгильдина Красночитайского района по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Установлено, что обвиняемый, являясь продавцом одного из магазинов Красночитайского райпо и материально ответственным лицом в период с сентября 2018 года по январь 2019 года, действия умышленно, из корыстных побуждений, систематически находясь на рабочем месте, присваивала и растрачивала путем реализации в долг без предварительной оплаты населению веренный ей продукт питания и другие товарно-материальные ценности на общую сумму около 34 тысяч рублей. Указанные действия причинили материальный ущерб Красночитайскому райпо. Обвиняемая вину свою в совершении инкриминируемого преступления признала, ущерб возместила в полном объеме. Дознание по делу проведено органами полиции. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокуратурой в суд. Информация, предоставленная пресс-службой прокуратуры Чувашской республики, текст читала Ирина Константинова.